Уважаемые слушатели, в этой лекции мы поговорим с вами о примерах проведения гендерного анализа, проведенного в Украине в рамках проекта «Гендерное бюджетирование». Рассмотрим с вами несколько примеров в сфере образования, соцзащиты, а также здравоохранения. Анализ в сфере образования проводился в одной из областей Украины. Итак, в течение 2013-2014 годов в этой области в течение этого учебного года в профессионально-технических учебных заведениях училось чуть более 9 тысяч учеников, из которых 66% составляли юноши и 34% девушки. Как и среди девушек, более 66%, так и среди юношей профтехобразование оставалось более популярным среди сельского населения и составляло около 60% всего населения области. Ученики мужского и женского пола выбирают традиционные профессии. И именно этот анализ показал, что в двух самых популярных направлениях обучения доминировали ребята. В промышленности ребята составляли 70% учеников, а в строительстве 93%. Это всех учащихся. В транспортной отрасли все ученики были именно мужского пола, а в сельском хозяйстве мужчины составляли 86% учащихся. Ученики женского пола доминируют в области торговли и общественного питания, и девушки составляли 78% из всех студентов. В жилищно-коммунальном хозяйстве доминировали также девочки и составляли 86% от всех студентов за этим направлением. Ученики выбирают профессию на основе восприятия профессии как традиционно мужской или традиционно женской. Был проведен опрос, в котором приняло участие чуть более чем 400 учеников о причинах выбора профессии. 50% учащихся девочек и 38% учащихся мальчиков подтверждали, что именно тот факт восприятия профессии женскими или мужскими были причиной выбора той или иной профессии. Это также подтверждается ответами на вопрос, какую профессию респондент выбрал бы вместо уже выбранной. Самыми популярными профессиями среди девочек были традиционно женские, такие как визажист, парикмахер, дизайнер, юрист, тогда как наиболее популярными профессиями среди парней были такие традиционно мужские профессии, как программист, механики, военные. Ученицы выбирают профессии по интересам, тогда как выбор профессий мужчинами больше обусловлен высоким доходом. Высокие заработки были самой популярной причиной выбора профессий среди юношей. Так ответили более 52% опрошенных. Тогда как среди девушек эта причина указывается реже, всего лишь 29%. Девушки указывали на значительно более низкий уровень ожидаемой заработной платы, чем парни. Для девушек основной причиной выбора профессии был тот факт, чтобы работа была интересной, и так отвечало 58% опрошенных. Ученицы были более склонны к продолжению учебы и получению еще одной специальности. 30% девушек заявили, что хотят продолжать учебу по сравнению с 19% среди парней. Одним из объяснений, подтверждающих указанные выше результаты опроса, является большее стремление ребят к зарабатыванию денег, чем к дополнительному дальнейшему обучению. И стремление девушек иметь возможность выбрать наиболее интересную для себя работу. Выпускники мужского пола были более успешными и в поиске работы, чем выпускники женского пола. Из всех выпускников мужского пола в 2013 году нашли работу 64% опрошенных, а в 2014 году 66%. Тогда как среди девушек, выпускниц в 2013 году нашли работу только 35%, а в 2014 году 34%. Это перекликается с ситуацией с безработицей в этой области, где уровень женской безработицы в возрастной группе 15-24 года очень высокий, 67%. Больше женщин устраиваются на временную работу. И женщины чаще, чем мужчины, соглашаются, а иногда и даже предпочитают временную работу, тогда как мужчины предпочитают более постоянную.
Временное трудоустройство женщин может быть обусловлено невозможностью найти работу, соответствующую уровню их образования, или того, что их профессиональная подготовка не соответствует требованиям на рынке труда. Традиционные стереотипы влияют на возможность получения женщинами работы, и другими причинами, которые влияют на низкий уровень трудоустройства женщин, могут быть и стереотипы, которые вынуждают женщин идти работать в области оказания услуг, как гостинично-ресторанный сектор, образование, здравоохранение и социальная защита, которые в целом являются ниже оплачиваемыми. Высокооплачиваемые промышленности, транспорта и строительства все же считаются территориями мужской деятельности. Женщины зарабатывают меньше, и все это приводит к неравенству в оплате труда мужчин и женщин. Ученики мужского пола доминируют в новых специальностях, чтобы удовлетворить потребности регионального рынка труда и интересы абитуриентов, а также их родителей. Профессионально-технические учебные заведения открывали новые специальности для обучения. Так, в 2012-2013 годах учебного года 186 учащихся получали новые специальности, среди которых 54% составляли ребята. Доля юношей на новых специальностях существенно повысилась в 2013-2014 учебном году до 80%. При открытии новых специальностей сохраняется направленность заведений профессионально-технического образования на мужские профессии – сварщик, электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, столяр и многие другие. Еще одним из аспектов деятельности профессионально-технических учебных заведений является предоставление услуг по переподготовке и первичной профессиональной подготовке незанятого населения. За счет получения другой специальности это улучшает возможность трудоустройства. И в 2013-2014 годах эту программу прошли 608 человек, из которых 83% мужчины. Большинство программ переподготовки касались традиционно мужских специальностей, например, электромеханик, строительство, где 100% учащихся составляли мужчины. Следует устранить гендерные разрывы в образовании и обеспечить женщинам доступ к профессионально-техническому образованию и переподготовке, что приведет к повышению трудоустройства среди женщин в соответствующих отраслях, и также где есть потребность в работниках и применяется справедливая оплата труда. Проведенный гендерный анализ определил основные гендерные неравенства в этой сфере, над которыми необходимо работать государственным органам. Следующим шагом в анализе является анализ расходов. И проведенный именно этот анализ показал, что 15 учебных заведений содержались за счет средств областного бюджета, а 4 государственного бюджета. В структуре расходов на эти учреждения профессионально-технического образования основной удельный вес, более 62%, составляет заработная плата работникам, а вторая по величине наибольшая доля расходов, 24%, это расходы на выплату стипендий. Удельный вес учащихся девушек больше в направлениях обучения по наименьшим уровням финансовых затрат. Анализ показал, что более затратным направлением обучения с высоким количеством учеников именно парней, например, промышленность. На направлением с низкими затратами было наиболее количество учеников женского пола. Хотя ученики девушки составляли 34% учащихся профессионально-технических учебных заведений, на их подготовку направлялось лишь 28% от общего объема финансирования ПТУ. Учитывая сумму расходов на подготовку ребят в профессионально-технических учебных заведениях и количество учеников в 2014 году, расходы направляли чуть более 18 тысяч гривен на подготовку одного ученика парня и 13 тысяч гривен на одну ученицу. Этот дисбаланс также показывает неравенство в подготовке в сфере образования парней и девушек.
Приведенный пример показывает, насколько важно проводить такие гендерные анализы реализации программ. Именно они выявляют основные ключевые проблемы, над которыми необходимо работать по их устранению. Такое выявление неравенства необходимо для учета при дальнейшем планировании стратегических и бюджетных программ. Без проведения соответствующего анализа мы не сможем правильно спланировать гендерно ориентированные стратегические программы и бюджеты. То есть, другими словами, такие, чтобы учитывали интересы и потребности различных групп и способствовали уменьшению гендерных разрывов и неравенства в разных сферах управления.